Проблемы ликвидации объектов накопленного вреда затронули на заседании Президиума Госсовета Коми. По информации Министерства природных ресурсов Республики, сегодня в лесном фонде огромное количество несанкционированных свалок и исторически сложившихся мест размещения твердых бытовых отходов. Большую экологическую угрозу представляют законсервированные нефтяные скважины и угольные отвалы, которые периодически горят, оказывая пагубное воздействие на природу и здоровье людей. Такая проблема есть не только в Воркуте, но и в Инте. В результате деятельности шахт и обогатительных фабрик образовалось свыше 12 миллионов тонн породы и свыше 4 миллионов тонн шламов, являющихся отходами углеобогащения. Еще одна проблема – ликвидация старых углеводородных скважин и скважин водного промысла. 1989 из них сегодня представляют потенциальную опасность для экологии. При этом стоимость работ по ликвидации только одной аварийной скважины может достигать 1,5 миллиона рублей. Объекты, в первую очередь, накопленного вреда, которые есть на территории республики, они в основном, практически на 100% находятся на землях лесного фонда. И у нас выделение средств, вот как раз в рамках нацпроекта, практически невозможно. Поэтому здесь необходимо принимать определенные меры. И мы также обращаемся и с предложениями внесения изменений в законодательство о том, что эти свалки должны быть ликвидированы и за счет федеральных средств. Материалы выявления и оценки объектов накопленного вреда будут направлены в Министерство природных ресурсов и экологии России с целью включения в государственный реестр. Кроме того, прорабатывается вопрос о привлечении федеральных субсидий на ликвидацию наиболее опасных объектов.